В эфире «Якутия-24». Главное событие уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Аварийная посадка в поле. Почему экипаж современного авиалайнера был вынужден прервать полет и смогли ли с трудной задачей справиться пилоты? Взять пробы и провести экспертизу. Разобраться с причинами появления нефтяного пятна на реке Лени предстоит экологам Якутии. Миллионы за жилье, которого нет. В столице региона дольщики уже более 2 лет не могут дождаться обещанных квартир. От министра сельского хозяйства до члена Совета Федерации. Сегодня 65-летний юбилей отмечает Егор Борисов. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса. В Якутске прошла международная практическая конференция. Шедевры архитектуры. Почему на озере Щорса в Якутске стало еще больше посетителей? 23 человека госпитализированы после аварийной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Среди пострадавших 5 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Экипаж аэробуса смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет следовал по маршруту Жуковский-Симферополь. На борту находились 226 человек. Глава Минздрава отметила, что благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа удалось избежать серьезных травм. По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя из-за попадания в них стаи птиц. В Якутске задержано 11 вылетов из-за задымления в аэропортах прибытия. 3 рейса Якутск-Батагай авиакомпании «Полярные авиалинии» должны были вылететь 13, 14 и 15 августа. Также из Якутска в поселок Батагай задержано 3 рейса авиакомпании «Якутия» и 2 рейса «Ир Аэро». По причине задымления также задержаны рейсы в Ленск, в поселок Усть-Куйга и село Сунтар. На сегодняшний день по направлению Якутск-Батагай-Якутск у нас задержаны рейсы за 3 дня. Это за вторник, среду, четверг. Общее количество пассажиров по направлению Якутск-Батагай 98 человек. В обратном направлении 60 человек. Также сегодня был отменен рейс по маршруту Якутск-Усть-Куйга. Авиакомпания известила всех своих пассажиров, а также исполняет все свои обязательства, которые гарантированы пассажиру по правилам авиакомпании. Именно смог от лесных пожаров, а не туманы, окутали Верхоянский район, сообщила начальник гидрометцентра. Сегодня по социальным сетям разошлись фотографии сильной дымки, которая с самого утра окутала поселок Батагай. Гидрологи пояснили, что туман действительно был. Он связан с большим перепадом ночной и дневных температур. Но с рассветом он рассеялся, а задымленность осталась. Во время высоких температур в антициклональной погоде земная поверхность хорошо прогревается и ночью начинает отдавать свое тепло. С рассветом начался прогрев, туман рассеялся, но дым от пожаров остался, поэтому видимость все равно ухудшена. И наши метеостанции отмечают мглу и дым. Это как раз от пожаров. В ближайшее время ожидается погода по Верхоянскому району без осадков. Без осадков температура воздуха ночная +2, +7, дневная температура +21, 26. Что касается самих лесных пожаров, то за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 20 очагов. Кроме того, ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров, из них действующих 8, локализовано 4. В Сунтарском их 4, в Нербинском 2, в Верхоянском, Усть-Майском, Алданском, Нирюнгринском, Алекминском, Усть-Талданском по 1 пожару. К тушению привлечены более 500 человек и 41 единица техники. Разобраться с причинами появления нефтяного пятна на реке Лени предстоит экологам Якутии. На якорной стоянке недалеко от теплоходов «Ленанефть» и «Буксиры» капитан Сычев выявлено нефтяное пятно протяженностью 2 километра, шириной 500 метров, сообщает Минэкологии региона. В ведомстве добавили, что с места загрязнения взяты пробы для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ и оценки качества воды. По данным властей, загрязнение Лены произошло в Кобейском районе.
Празднование свадебного торжества омрачило дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел в Ленске в минувшие выходные по улице Набережная. Как сообщили в районной больнице, мальчик находится на обследовании в отделении хирургии. Сотрудники ГИБДД выяснили, что наезд был совершен на припаркованный автомобиль, где в этот момент спал мальчик. Родителей рядом не оказалось, так как они были в кафе. Транспортное средство, которое двигалось по улице Набережной, совершило столкновение с стоящим транспортным средством. Водитель данного транспортного средства от прохождения медицинского свидетельства не отказался. Ребенок получил травму головы, то есть это за ЧМТ и СГМ. Дальше, после чего ребенок также остался госпитализирован и находится в больнице. Ведется административное расследование по факту данного дорожно-транспортного происшествия. С коварным недугом, опухолью мозга, борется молодая мама Альбина Дудкина. В Якутске, к сожалению, врачи-онкологи пока не могут делать операции на головном мозге. Поэтому семья собирается на днях вылететь в Сеул. Сколько стоит операция и где молодой паре, воспитывающий двоих детей, взять деньги? Репортаж Сусаны Рожиной. Ничто не предвещало беды. Буквально 2 месяца назад 25-летняя Альбина в мае вышла на работу. Она долго сидела по уходу за детьми. В семье растут 2 мальчика, погодки, Ричард и Максим, 5 и 4 лет. Каждый день, приходя после работы, она чувствовала какое-то легкое недомогание, головные боли. Родные думали, что это связано с тем, что девушка устает. Но болезнь дала о себе знать уже в начале июля. От своей болезни я узнала 1 июля. Был как приступ. Судороги начались. Потом вызвали скорую, и после этого все узнала. Взяли биопсию, и все, выписали. Сейчас стадия опухоли между 2-й и 3-й. Якутские врачи пока не могут делать операции на головном мозге. Поэтому семья Дудкиных решила обратиться к зарубежным врачам. И выбор пал на южнокорейских специалистов. Они уверены, что удалят 95% опухоли. После этого добить химией и лучетерапией. Молодые люди благодарны всем, кто откликнулся на их зов помощи. Болезнь не знает национальности. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши молитвы. Дай вам Бог здоровья. Трудно было, конечно, все сделать. Но за поддержку друзей, родственников, всех, кто поддерживал советами, тоже спасибо. Всех поддерживали, помогали нам. Сейчас они собрали уже более 1 миллиона рублей, но необходимая сумма для лечения в Сеуле составляет более 5 миллионов рублей. Поэтому сбор средств для Альбины Дудкиной продолжается. А в сентябре родные организуют благотворительный концерт. Мы с женой, с Альбиной, познакомились в 2013 году. В те времена мы были студентами, молодыми. Поженились в 2014, и у нас 2 сыновей сейчас. Быстро прошло время, как будто вчера только мы познакомились. Время очень быстро летит. Любите своих. У молодой семьи вся жизнь впереди. Они мечтают о 3-м ребенке, о дочери. Всегда хотел мальчиков, но сейчас хочу девочку. Помочь молодой семье победить коварную болезнь и осуществить их мечту может каждый. Сусана Рожиная, Григорий Охлопков, Якутск. Миллионы за жилье, которого нет. Дольщики компании «Монолит Строй» уже больше 2 лет не могут дождаться обещанных квартир. Якутский дом на улице Автодорожная стал еще в 2017 году. Застройщик банкрот, а люди в многомиллионных долгах. Тему продолжит Саргалан Захарова. Еще 2 года тому назад здесь должны были прозвучать первые слова поздравления с новосельем, начаться ремонт, и уже сегодня дом бы кипел полной жизнью. Но сейчас вместо красивых обоев голые стены со штукатуркой, а на полу толстые слои пыли. Вячеслав Васильев вступил в долевое строительство еще в 2014 году. Одним из первых участников этой стройки. Собрали с супругой все свои накопления, внесли в банк первоначальный взнос, оформили ипотеку. Планировали новый 16-й год встретить в новой квартире. Но ни тогда, ни через год справить новоселье так и не удалось. Дочка с супругой, с детьми жили бы здесь, все нормально. Там здесь была бы ихняя гардеробная, точнее, была бы быть. И у нас там кухня. И вот видите, сейчас как голые стены. До сих пор мы не верим в это,
что у нас так случилось. И не поверили бы даже, если бы тогда, еще в 2014-м, кто-нибудь сказал, что останутся в итоге без квартир и без денег. Застройщик всегда был дружелюбным, держал в курсе всех событий, но ближе к сроку сдачи объекта один за другим начали сыпаться отговорки. Подписывать доп. Соглашение просил застройщик. Обещали предчистовую отделку в квартирах, если не будет претензий к застройщику именно по срокам. Были письма о том, что сваи не промерзли, грунт не промерз. Ну, такие моменты. А в конце прошлого года «Монолитстрой» и вовсе признали банкротом. Весной дольщики решили взять ситуацию в свои руки. Дом на высокой стадии готовности, а значит шанс на завершение работ есть. Создали кооператив. Теперь ждут передачи объекта в их ведении по букве закона. В этом году мы намерены завершить строительство первой очереди за счет выделения субсидий жилищно-строительному кооперативу, созданному обманутыми дольщиками, и заселить объект до конца текущего года. Если в этом случае есть еще какой-то проблеск надежды, то идем чуть дальше и видим вторую очередь, где ситуация намного сложнее. Строительство остановилось на самой начальной стадии. Дальше первого этажа работы не пошли. Да и квартир здесь распродано намного больше. 130 обманутых дольщиков. И, как нам сказали, в Минстрое Республики, чтобы разрешить эту проблему, им придется потратить не 1 и даже не 2 года. В планах у министерства завершить объект в 2022 году по линии федеральной программы «Дом РФ». Однако предшествовать этому будет большая работа. Прохождение всех этапов банкротства, многочисленные встречи с участниками строительства. И только потом станет известна дальнейшая судьба второго дома. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Дать вторую жизнь мусору. С таким девизом специалисты Удачнинского ГОКа совместно с экологами провели субботник на побережье реки ЦТК. Собранный мусор они передали на утилизацию. Ирина Балкова продолжит тему. Отдохни с удовольствием и донеси мусор до урны. Похоже, этот призыв никак не действует на удачнинцев. Летом излюбленные места отдыха горожан вблизи водохранилища превращаются в несанкционированные свалки. В большей части это пластиковые бутылки, пакеты, металлические банки, стекло. А ведь на этих территориях установлены специальные баки под мусор. Но горожане их просто игнорируют. Элементарно не можем, когда даже отдыхаем, взять с собой пакетики, те же мусорные, собрать это все в мусор и увезти с собой. Или, по крайней мере, хотя бы сложить здесь также баки мусорные есть, хотя бы отнести к этим бакам. Вряд ли кто задумывается, что, оставляя мусор на побережье, он не только тем самым загрязняет водоемы, но и препятствует росту растений, а также представляет опасность для птиц и мелких животных. В минувшие выходные в рамках экологической акции, посвященной охране водных ресурсов, молодые специалисты ГОКа совместно с экологами провели субботник на водоохранной зоне и прилегающих к ней территориях. В этой акции не то что, как бы сказать, принимают участие, помогают здесь молодые специалисты Удачнинского ГОК. Но данное решение было принято, в общем-то, совместно с нашей беседе. То есть, как бы мы здесь никто никого не приглашал, никто не был заинтересован, просто потому что мы люди. Думаю, что такие акции нужно организовывать как можно чаще, и надеюсь, в последующем, когда мы поедем, мусора будет значительно меньше, потому что, честно, я ошеломлена. Безразличие, вот правда, когда этого сказали, люди недобросовестные, недобропорядочные, элементарно не могут убрать за собой, а потом жалуются, как вокруг грязно. Как признались ребята, основная цель субботника не просто убрать мусор и разместить его на полигоне, но и дать ему вторую жизнь. Как известно, в Удачном существует цех по утилизации пластиковых бутылок, металлических банок, пластмассы, где и подготавливается вторсырье для дальнейшей переработки на заводах в Ангарске, Красноярске, Новосибирске. Сами пока собираем, сами ездим, сами привозим, сами чистим, сами утилизируем. Временно. А вот недавно нам помогли волонтеры, которым большое спасибо. Они нам собрали, мы привезли. Вот результат. Сейчас будем это все перерабатывать. 15 сентября объявлен Всемирным днем чистоты. По всему миру пройдут субботники. Молодые специалисты Удачнинского ГОКа с экологами также присоединятся к этой акции. Принять участие в субботнике может любой желающий. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. От министра сельского хозяйства до члена Совета Федерации. Сегодня 65-летний юбилей отмечает Егор Борисов.
Проблемы и перспективы развития аграрно-промышленного комплекса. В Якутске прошла международная научно-практическая конференция. Шедевры архитектуры. Почему на озере Щорса в Якутске стало еще больше посетителей? Мы продолжаем знакомить вас с главными событиями уходящего дня. Сегодня руководитель региона Айсен Николаев встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Еще в 2015 году было подписано соглашение о научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Крым и Якутией. Стороны отметили, что сегодня отношения развиваются динамично. Айсен Николаев предложил совместно рассмотреть в первую очередь вопросы организации детского отдыха, отметив, что для детей из Крайнего Севера и Арктики это очень важно. Второе направление, которое глава Якутии считает не менее важным и очень нужным, это поставка сельхозпродукции, изготавливаемой в технопарках Крыма. Это фрукты, овощи, подверженные специальной длительной обработке, которые хранятся годами, месяцами, сохраняя вкус. 65-летний юбилей сегодня отмечает член Совета Федерации Егор Борисов. В разные годы экс-глава Якутии занимал должности министра сельского хозяйства, первого заместителя председателя правительства республики, руководил Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Российской академии наук. Егор Борисов избирался народным депутатом Палаты Республики Государственного собрания региона. С 2010 по 2018 годы занимал пост главы региона. С сентября прошлого года является членом Совета Федерации. Сегодня в честь праздника представители различных министерств и ведомств собрались в Доме правительства, чтобы поздравить Егора Борисова. Добрые слова, пожелания, напутствие. Все то, что будет собрано, я думаю, что будет Егору Афанасьевичу это энергией, силой, ну и, наверное, накопление большого хорошего настроения. Я работал под руководством Егора Афанасьевича много лет и в составе правительства, когда он был председателем правительства, когда был главой, был руководителем администрации, поэтому много о нем знаю. Насколько он настойчив, насколько требователен, насколько человек к себе очень требователен. Я много раз с ним, знаете, что Егор Афанасьевич были разные случаи, когда и нога болела, и прочие вещи. Несмотря на все болезни, состояние здоровья, Егор Афанасьевич был всегда очень стойким человеком. Меня всегда это поражало. Большим праздничным концертом продолжились мероприятия, посвященные празднованию 65-го дня рождения Егора Борисова. В Государственном театре оперы и балета именинника поздравляли видные государственные деятели Якутии и России. Свои видеопоздравления юбиляру отправили руководитель региона Айсен Николаев, председатель счетной палаты Сергей Степашин, первый зампред Российской Федерации Антон Силуанов. В свою очередь музыкальные номера представили лучшие коллективы и исполнители республики. Проблемы и перспективы инновационного развития аграрно-промышленного комплекса обсудили ученые из разных стран. В Якутске прошла международная научно-практическая конференция. Эксперты из Китая, Монголии, Казахстана, Красноярского края, Новосибирской области и Москвы проанализировали сельскохозяйственный потенциал территории и выявили необходимые ресурсы для роста. Подробности у нашего корреспондента Саргаланы Федоровой. Более 60% болезней человека передаются через продукцию животного происхождения, утверждают ученые. Особое внимание уделили обсуждению мер борьбы с туберкулезом сельскохозяйственных животных. Сегодня в России туберкулез животных сведен до минимума, но все равно возбудитель хорошо себя сохраняет в объектах внешней среды. Руки с пульса этой болезни не снимаем. Мы делаем профилактические туберкулизации весной и осенью. Делаем забои скота, реагирующие. Искусственное орошение земель, формирование современной материально-технической базы для кормопроизводства. Эти направления ученые относят к числу приоритетных. На сегодня у нас вся нормативно-правовая база принята. Я думаю, с нашими научными сообществами, которые у нас в Якутии, с учетом тех научных достижений, которые есть в других регионах, в других странах, я думаю, что это развитие оно пойдет более быстрыми темпами. Якутия за последние годы демонстрирует интенсивный рост объемов аграрного производства. Занимает первое место в стране по поголовью лошадей – 180 тысяч. Однако развитию табунного коневодства препятствует потепление климата. За последние годы в Обыйском районе погибло много голов из-за глубокого снега. Но, как утверждают эксперты, потепление оказало положительное влияние на коневодство в Центральной и Южной Якутии, где содержится основное поголовье лошадей. Лошадь может, нормально тебеневать, если глубина снежного покрова составляет ниже
50 сантиметров. Да. А что касается растениеводства, то Якутия будет и дальше сотрудничать с Хэлунцзянской академией сельскохозяйственных наук в области селекции сельхозкультур и защиты растений. Экспедиция прошла. Экспедиция это уже 6 лет назад. Мы успешно работали, собирали материалы по реке Лены. Собирали образцы растений и для нашей страны, и для вашей страны. Научно-исследовательские институты договорились улучшить работу по обеспечению комплексности фундаментальных и прикладных исследований в аграрной науке. Создадут совместные центры для инновационных проектов аграрного комплекса и подготовки кадров высшей квалификации. Саргалана Федорова, Джолустан Накентьев, Якутск. Посетителей на озере Щорса в Якутске стало еще больше, но дело уже не в утках и даже не в лебедях. Там на днях появились позолоченные фигуры сказочных героев. Наша съемочная группа отправилась на это удивительное место и узнала, как создавали шедевры архитектуры. Сказочные герои, царевна-лягушка, водяной и красавица-русалочка поселились на озере Щорса. Сотни якутян приходят сюда, чтобы сделать фотокарточку на память. Ну, я в стороне не осталась и решила тоже сделать фото на память. Скульптуры в человеческий рост сделаны из гипса и пенопласта. Над композицией работали художник-скульптор Петр Эляков и дизайнер Александр Заболоцкий. Эскизы сделались за неделю, а после воплощали задуманное в жизнь. Много материалов, экспериментировали все это. И вот это все мы сделали за 1 месяц, за короткий срок. Русалка получилась такой красивой и реалистичной, что позавидовал бы даже сам создатель героини Ханс Кристиан Андерсен. Как признался скульптор Петр Эляков, сложнее всего было изобразить водяного. Оно и понятно, ведь творить прекрасное всегда легче, чем обрюзглого старика. Болотный житель изобразил так. Немножко на рыбу, чтобы похоже было. Вроде человека. Уже на следующий год на озере Щорса могут появиться другие сказочные персонажи. У автора проекта «Лебединое озеро» Юрия Борисова планов вагон и маленькая тележка. Надеюсь, когда-нибудь на этом озере будет мост, и будет через мост ходить народ. А так, в следующем году будем катать на катамарангах, потихоньку будем обустраивать это озеро. Изначально скульптуры должны были стоять возле озера, но из-за последнего акта вандализма, в котором пострадали птицы, фигуры установили на воде. К сожалению, еще пока не все понимают, что эта красота создана для нас, жителей, чтобы нам было комфортно жить в родном городе. Анастасия Кобозева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Добрая традиция для тех, кто хочет и может оказать помощь. В Нерюнгринском районе стартовала акция «Помоги пойти учиться». Мероприятие поможет несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Акция по подготовке детей к новому учебному году в районе проводится уже не в первый раз. Инициатором данной акции является комиссия по делам несовершеннолетних, но и принимают активное участие в первую очередь правоохранительные органы, образовательные организации, учреждения социальной защиты, здравоохранения. Планируется оказать адресную помощь данным категориям семей, а также юридическую помощь, если будет необходимость, психологическую помощь. Участником данной акции может стать любой гражданин района, который пожелает обратиться в комиссию и оказать помощь тем семьям, которые в этом нуждаются. Гитары и песни у костра. Гости со всей России съедутся на 13-й ежегодный фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Пройдет он в Алданском районе с 16 по 18 августа в одноименном оздоровительном лагере вблизи города Томота. О том, как идет подготовка к грандиозному мероприятию, расскажет Руслан Павлов. Группа волонтеров, артистов и организаторов проверяет багаж перед отъездом в город Томот, где в пятницу стартует фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Не первый год уже ездим. В очередной раз «Берег дружбы» собирает всех бардов. Ну, погода, правда, опять такая. Фестиваль – это не только конкурс, это прежде всего площадка для творческого обмена, общения и знакомства людей. Несмотря на то, что этот берег 13-й, организаторы верят в удачное стечение обстоятельств, главным из которых является погода.
Он будет 13-м. Мы будем говорить об этом в самом начале церемонии, торжественной церемонии открытия. Ну, а потом мы опять будем говорить о романтике, о дружбе, о всех связанных с этим высоких чувствах человечества. Ну, а время покажет. Мы ждем приезда гостей, ждем, что людей будет больше, ждем, что интерес города и наших горожан тоже будет увеличиваться. Ну, в общем, ждем. На фестивале всегда царит дух поэзии, музыки и свободы. Мероприятие давно вышло за границы республики и собирает у поэтического костра людей из разных регионов страны. Режиссер-постановщик Елена Воронкова на этот раз едет на берег Дружбы в качестве гостя. Конечно, очень хочется, чтобы берег становился все больше и больше, шире и шире, а река глубже и глубже, а дружба крепче. Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа и, как всегда, будет насыщен конкурсами и развлекательными мероприятиями. Состоится много мастер-классов, встреч по интересам. На береге Дружбы я провожу мастер-классы с детьми. Ну и взрослые, конечно, делают подарки. За 13 лет берег Дружбы повзрослел, помолодел, слегка изменился и расширил границы. Осталась неизменная атмосфера фестиваля, где всегда царит дружба и понимание. Здравствуй, берег! Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.